Трубы изношены, водопроводные сети в регионе 60-х годов и не выдерживают напора воды. Сейчас перед Министерством энергетики и ЖКХ стоит важная задача – реконструировать все эти трубы. Четкий алгоритм действий уже есть. Правительством Ингушетии разработана и защищена региональная программа модернизации систем коммунальной инфраструктуры республики на 2023-2027 годы на общую сумму более 840 миллионов рублей. В указанную программу республика включила 6 мероприятий с сроком исполнения 23-24 года, в том числе с подготовкой проектной документации. По итогам реализации указанных мероприятий население республики свыше 70 тысяч человек будет обеспечено качественным бесперебойным водоснабжением. Речь идет о таких масштабных работах, как реконструкция ветхих разводящих сетей Сунжинского района на более 42 миллионов рублей, артезианских скважин в Галашке стоимостью свыше 25 миллионов рублей, водопроводные сети и строительство локальных станций водоподготовки на одиночных скважинах Малгобека общей суммы почти 12 миллионов рублей. Свыше 300 километров водопроводных сетей будут заменены и вновь построены, что в свою очередь повлияет на снижение аварийности коммунальной инфраструктуры на 7%. Более того, будут отреконструированы системы водоснабжения Карабулака и сельского поселения Нестеровское, а также модернизированы разводящие сети Малгобекского района. Общая стоимость работ на этих трех объектах более 700,5 миллионов рублей. Также наравне с данной программой по поручению президента Российской Федерации мы реализуем два дополнительных объекта коммунальной инфраструктуры в отношении строительства водозабора на реке Асса, это мощностью 100 тысяч кубометров в сутки воды, и строительство очистных сооружений в городе Сунжа. В настоящий момент по объекту строительства водозабора на реке Асса закончена разработка ПСД и получено положительное заключение государственной экспертизы. Объект строительства очистных сооружений города Сунжа включен в государственную программу развития Северо-Кавказского федерального округа, и в настоящий момент идет его реализация. После строительства водозабора на реке Асса мощностью 100 тысяч кубометров в сутки удастся раз и навсегда решить проблему с водообеспечением в регионе. Это является очень грандиозным проектом для нашей республики, то есть объем добываемой воды обеспечит с запасом, будет обеспечивать суточную норму воды для всего населения. Региональная программа модернизации систем коммунальной инфраструктуры республики на 2023-2027 годы была успешно представлена и защищена на прошедшем заседании Президиума правительственной комиссии по региональному развитию в России главой Ингушетии Махмудом Али Калиматовым под председательством вице-премьера страны Марата Хуснуллина. В рамках программы планируется построить и модернизировать 305 километров сетей, 6 объектов, общая стоимость 841,82 миллионов рублей, в том числе за счет фонда 541,5 миллиона рублей, за счет средств бюджета субъект 35 миллионов и внебюджетные средства, которые мы привлекаем, 265 миллионов. Это улучшит качество предоставления услуг 70 тысяч человек, естественно, снижение аварийности коммунальных структур, поэтому просим вас поддержать эту ситуацию. Спасибо. Прошу поддержать, кстати, хороший пример, что за самая низкая стоимость 1 квадратного метра сетей, 1 километра сетей, 2 миллиона 630 тысяч. Коллеги, я прошу Минстрой все-таки смотреть, вот кто-то подходит более хозяйски, за небольшие деньги делает достаточно большой объем. В Сунже с прошлого года успешно реализуется строительство очистных сооружений в рамках госпрограммы обеспечения доступным, комфортным жильем и коммунальными услугами. Магистральный канализационный коллектор протянется от Карабулака до Сунжи. Уже в 2024 году работы обещают завершить. Зелимхан Калоев, Жамалел Султыгов, Новости 24.